на государственной должности, и у Ильшата есть цель купить квартиру. У тебя есть дочь, правильно? Маленькая дочь. Да, моя любимая дочь. Я помню, что ты пришел на первый урок, и было немножко страшновато, и ты не знал, как и что делать, но ты увидел в этом возможность. Как я его видел? Я, если честно, до такой возможности увидел, когда на самом деле вот он, продавал, блин, да я ничего не знаю, первый раз, первый блинком. Все, я продал, пошел, и мне тут позвонила жена, говорит, нужно срочно на лекарства деньги. Я говорю, ё-моё, и вспомнил, я же продал, у меня деньги, 1000 рублей есть. Сейчас перейду, подожди. Я перевел, думаю, подожди, нормально, у меня еще биткоины есть, сейчас работаем, ну и все, у меня 12 тысяч уже. Мне жена опять, квартплату, говорит, надо платить. Черт, зарплата еще не скоро, ладно, давай заплачу сейчас. Заплатил, зарплата пришла, все, и пошло и дело, и как бы до сих пор нормально у меня. А так помогла, блин. Я до сих пор даже, у меня же мандраж идет. На самом деле, вот так помогло вообще. То есть, получается, при сохранении капитала ты закрывал текущие все потребности семьи, которые всплывали вот... Да. Ну, ты, конечно, красивее рассказал, чем я сейчас сказал, но... Я вот это хотел сказать. Помните, там последний вопрос был, зачем это все? Вот за это. Один из результатов дней Ильшата, это закупился он на 19 тысяч рублей, и прибыль составила 1173 рубля. Это что, почти 10% или сколько? 8-7? 7% примерно. Охренеть. Но нужны были деньги. Он не смог сделать второй круг, торговать бессмысленно, буду ждать завтрашнего дня, что продолжит. Но я надеюсь, ты не разочаровался, да? Нет, это вот как раз это та сумма, которая мне помогла, это вообще, я был вообще в шоке. Хорошо. Ильшат, спасибо тебе большое, в том числе за то, что ты пришел. Спасибо. Да.